Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и мужчину. А тема такая: увидитесь ли вы снова? Будет ли встреча? Будет ли свидание? Загадайте, пожалуйста, на мужчину и на себя обязательно. Так и спросите, увидимся ли мы снова. Я думаю, что все уже загадали, настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что ж, неплохо. Мои хорошие, да, вы увидитесь, да, будет встреча, да, будет свидание. Я даже больше скажу, не одна встреча и не одно свидание. Это человек, загаданный вами, понимаете, он настолько к вам проникся, вы его полностью покорили. Вот вы сейчас на него гадаете, а знаете, чем он сейчас занимается? Сидит и думает о вас, мечтает о встрече с вами. Вот прям в его, скажем так, розовых мечтах, или как у мужчин там голубые мечты, он счастлив с вами, обнимается, целуется, ведет беседу. Вот прям, знаете, желание вот здесь и сейчас обнять, просто вот обнять и насладиться моментом. Мои хорошие, он спит и видит, как бы с вами встретиться. Да, честно скажу, не у всех есть возможность. И у мужчины в данном случае очень много проблем в жизни. Вот как-то скопилось, накопилось, набралось. Перед ним стоят глобальные задачи. Задачи его будущего, выживания. Понимаете, даже настолько может быть. Вот ему очень нелегко. Но он нашел способ, как выжить, как ему адаптироваться, как не сломаться. Знаете какой? Закрыть глаза и мечтать о встрече с вами. Вот что помогает ему жить, что помогает ему держаться, вот с последних сил держаться. Это вы, ваш образ, мечта о вас. Эти приятные и теплые чувства, которые наполняют его сердце и разум, когда он вас представляет, когда он о вас думает, когда он о вас мечтает. Мои хорошие, кто на большом расстоянии находится? Здесь мужчина уже все варианты просмотрел. Все, от доступных и недоступных, возможных и невозможных, все просмотрел. И знаете, вот прям принял такое решение, что вот будь что будет, буду ползти, вот как червячок буду ползти, там землю копать, но я докопаю, я до нее доползу, я до нее доеду, все. А знаете, он сам себе поклялся. И он таки выполнит свою клятву. Он до вас доедет обязательно. Может быть, немножечко попозже, чем он там себе придумал, надумал, но обязательно до вас доедет. Если вы где-то рядом находитесь, да, ну в одном городе, там территория там небольшая, расстояние небольшое между вами, девочки, вот эта сила его желания вас увидеть в любом его состоянии к вам приведет. И встреча обязательно будет. Какой будет ваша встреча? Очень теплой. Очень теплой. Если вы просто общались, если между вами там не совсем, скажем так, близкие отношения, то когда вы встретитесь, он постарается к вам прикоснуться. Вот прям, знаете, вот хочется обнять. И он воспользуется возможностью и вас обнимет. Вот прям к себе так прижмет. Вдохнет ваши духи, почувствует тепло вашего тела. Ему так этого хочется. Постарается запомнить, да, каждой клеточкой своего тела запомнить вот это ощущение тепла от вас. Мои хорошие, ему бы хотелось, не знаю, то ли общую фотографию с вами, то ли, может быть, что-то ваше, там, платочек, там, заколочка, да, какую-то вещь от вас, чтобы он мог
ее потрогать, да, вспоминая о вас, чтобы он мог уловить ваш запах, да, например, от платочка. Очень хочется. Не исключено, что он у вас попросит. Попросит, чтобы вы ему что-нибудь дали на память о себе. Ваша новая встреча очень теплая идет. И такая энергетика между вами классная будет. И разговор очень интересный между вами будет. Вот как-то будете говорить, не напрягаясь. Вот легкость, да. И даже не важно, какая тема будет, важно будет то, что вы почувствуете, как он раскрывается, и вы навстречу ему раскроетесь. Вот это свидание, оно будет просто сногсшибательное, запоминающееся. На этом свидании, я так понимаю, что вы определитесь, наконец-таки именно вы, девочки, определитесь, что вы испытываете и чувствуете к этому человеку. Для себя, кстати, примите важное решение. Он уже все знает, он уже все понял. Про то, что любит, про то, что без вас жизнь не мила, и про то, что он хотел бы быть с вами. Так, мои хорошие, еще один важный момент. У кого-то из вас отыграется, что мужчина не свободный. Вот не свободный от слова совсем. Там 100% жена есть, причем, я так понимаю, что отношения у них достаточно долгие, там, возможно, и дети есть. И для него, понимаете, такая дилемма страшная. Он у вас человек порядочный, это сразу, кстати, видно. Вот. Но ту женщину он не любит. Вообще не любит, но живет, знаете, как по накатанной, живет, ну, живем так живем. Вот. И здесь, мои хорошие, он что-то будет вам про это говорить, про свой брак. Может быть, даже попросит у вас совета, да, как вот ему поступить. Кстати, вы не стесняйтесь и не теряйтесь, да, и если вы понимаете, что вы любите этого человека, если вы хотите с этим человеком быть, не надо вот этого: о, ну ты жена, там, типа не стоит, там, и прочее. Вот не надо этого говорить. Если он к вам тянется, если он вам честно говорит, что да, я с этой женщиной там прожил столько-то лет, между нами там ничего сейчас нет, ну живем там как соседи, да, либо в лучшем случае как друзья. Вот. Но я хочу любить, я хочу быть любимым, я хочу счастья, я хочу ярких моментов. Вы, девчонки, ну, либо посоветуйте ему что-то, да, вот как вы считаете, либо так ему и скажите, что окей, я все понимаю, я тоже к тебе испытываю чувства, давай тогда решай со своей женщиной вопрос и, пожалуйста, будем там общаться, продолжать встречаться. Вот честно, что у вас будет на уме, на сердце, так ему и скажите. Вот ломаться, кокетничать, там, строить из себя там суперприличную женщину, ну, поверьте, вы потом об этом пожалеете. Если человек вам сам правду говорит, да, что ну вот так вышло, ошибка молодости, либо любовь прошла, да, пришло разочарование, тяжесть пришла. Это естественно будет, он вам правду скажет. Вы, понимаете, такое впечатление на него произведете, что вот будет говорить все то, что у него на уме. На самом деле, что у него на уме. Ни маски, ни игра. Вот этого ничего не будет. Только лишь правду, только лишь свои чувства и ощущения. Он все вам это будет говорить. Так, мои хорошие, еще важный момент. Если мужчина у вас какой-то вот ездок, да, приехал, уехал, может быть, какой-то командировочный, и вы тоже можете сомневаться, да, вы не до конца знаете, что у него в жизни происходит, либо что происходит там, где он постоянно находится, где его дом. Мои хорошие, вот он вам именно в это свидание все про себя расскажет, все, вот как оно есть, про свою жизнь, что было, как было, что происходит сейчас. Кстати, планы все свои расскажет. Все слушайте внимательно. Вот именно в это свидание здесь вот как полиграф идет, да, всю правду только вам будет говорить. И запоминайте, девочки, запоминайте все, что он вам говорит. Вот эти знания о мужчине, которые он сам о себе расскажет, да, вам будут важны для того, чтобы для себя принять решение, чтобы провести какой-то анализ. Ну и, конечно же, в будущем, да, вы будете понимать его мотивы, его посылы, его планы, да, чего хочет этот человек, к чему он стремится. То есть очень много правдивой информации от мужчины вы получите. Так, как вам вести себя? Ну, будьте открыты, я уже сказала, это первый момент. Второй момент. Себя
не закрывайте, не закрывайте, и он вам говорит правду, и вы ему говорите правду. Вот в данном случае кокетничать не стоит, поверьте. Оставьте эти игры для других мужчин, а вот с ним будьте честный, прямой и говорите больше сердцем. Не умом, девочки, сердцем говорите. Ведь этот мужчина очень сильно вас чувствует. У него прям чуйка такая на вас открылась. И если вдруг вы где-то будете там, ну, жеманничать, ну, девочки, ну, все бывает, со всеми бывает, я все понимаю, я никого не осуждаю. Я просто вас хочу предупредить. Он это почувствует, и это может его, ну, больно уколоть, да, больно уколоть, и он может закрыться. Поэтому от того, как произойдет ваше свидание, так и сложатся ваши будущие отношения с этим человеком. Я вижу, что все возможно, и я вижу, что ваши чувства, они очень светлые. Они взаимные, они приятные, они добрые. И здесь вот даже обратите внимание на венец, вот четко нам показали. Вот это вы, видите, красивая девушка на своей территории. На своей территории, кстати, он будет к вам ехать, да, к вам за вами. Вот. И вот он для вас готовит приятный вечер, хорошую встречу. И он, видите, так нагнулся и будет вам предлагать. Будет вас спрашивать, и ему очень важно понимать, что вы действительно думаете, что вы действительно чувствуете, что вы на самом деле хотите. Поэтому озвучьте ему весь райдер, весь список свой озвучьте, чтобы он четко понимал. Поверьте, он не обидится, он только лишь обрадуется от того, что вы с ним прямодушная, прямолинейная. Вот так вот, мои хорошие. Нравится мужчина, так и скажите ему: ты мне нравишься. Я на тебя залипла. Я вот, да, хочу с тобой отношений. Очень бы было хорошо нам с тобой лучше познакомиться, например, либо сблизиться, почаще встречаться. Вот прям что думаете, что чувствуете, то и мы говорите. Вот. Потому что ложь он сразу уловит. Девочки, он как этот, знаете, как они называются, эти приборы, которые улавливают, эхолокатор, да, улавливают там сигналы, звуки, информацию. Вот он прям такой у вас. У него очень серьезная аналитика, кстати. Он, может быть, занимается там бизнесом, либо любит там покер, либо в шахматы играет. Да? Он умеет просчитывать. У него, знаете, голова, дай Боже, работает. Все умеет наперед просчитать. Поэтому, если какое-то жеманничество, ложь, либо какие-то, ну, скажем так, отговорки, отмазки, он это все поймет. Все поймет, и будет напряжение между вами. Не надо, мои хорошие. Вот именно это свидание, пусть оно будет самое честное и откровенное, которое возможно, да, только лишь возможно провести. Попробуйте раскрыться. Вы не пожалеете, мои милые. Вот так вот, мои хорошие. Свидание будет, встреча будет. И я вижу, что здесь разочарование точно вам не грозит. Наоборот, теплота, позитив, наполненность. И вот, знаете, эти теплые ощущения взаимного присутствия, любви, нежности, да, вот прям будет посылать эти флюиды, и вы будете ему свои посылать. Очень хорошо проведете время. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.